На районном этапе всероссийского конкурса «Лучшая школьная столова-2025» кипела настоящая кулинарная битва. Участники готовили подробную документацию о работе столовой, демонстрируя не только вкус, но и систему. Победу в Малгобекском районе одержала 11-я школа села Энерки, которая открылась всего год назад. После победы в районном отправились на республиканский, который проходил на базе прошлогоднего победителя. У нас была одна цель – достойно выступить на этом конкурсе, потому что это наш первый опыт. Нам надо посмотреть, как люди делают, научиться и потом уже претендовать на какую-то победу. Жюри оценивало все – подачу, качество и натуральность продуктов. Столовая сумела удивить членов комиссии. Блюда были не только разнообразными, но и исключительно из свежих натуральных продуктов. Благодаря этому участники получили самые высокие оценки и заняли первое место в республике. 11 лет уже как я работаю в этой сфере. Мне очень нравится работать с детьми, готовить для детей, для учителей наших. Очень рада бывает. Каждый день с утра начинает. Очень вкусная была еда вчера. Сегодня что будет? И мы спрашиваем, что вам приготовить. То, что они говорят, мы готовим. И действительно, самые искренние оценки дают те, ради кого все это создается – сами школьники. Там бывает разные чего-то вкусные. В столовой есть каша, овсянка, рисовая каша, какао, чай там бывает. И мне так нравится, когда мы в столовой идем. Сосиска, тесте, сок, йог. Какао. Инициатор участия школы в конкурсе – заместитель директора по воспитательной работе. За ее плечами более 50 лет педагогического опыта. И именно благодаря ей школа смогла заявить о себе на таком уровне. Поступило положение на сайт школы о том, что в республике объявлен конкурс на лучшую столовую. Прочитав данное положение, я пришла к выводу, что мы с успехом можем принять участие в данном конкурсе. Тем более школа у нас новая, столовая очень хорошо оборудована, и самое главное, у нас есть очень опытные и добрые, отзывчивые, прекрасные повара. Теперь школа будет представлять республику на федеральном этапе конкурса в Москве. Для участия им предстоит подготовить видеовизитку продолжительностью 3 минуты, где они расскажут о своей столовой, коллективе и подходе к питанию детей. У нас очень хорошие, доброжелательные, знающие свое дело повара. Девочки встретились нам на ура. Все, и педагогический коллектив, и дети очень рады, с удовольствием ходят в столовую, потому что их каждый день встречают только с улыбкой. Это не первое их достижение. Школа активно развивается. Ее ученики участвуют в олимпиадах, спортивных соревнованиях, форумах и семинарах, где часто занимают призовые места. Ребята проявляют себя и в религиозных конкурсах, а внутри самой школы проходят многочисленные воспитательные и культурные мероприятия. Адам Гуражев, Магаз 24.